понимаю, вы хотите понять вообще, что происходит. Скорее всего, с учетом выступления, последнего выступления депутата парламента Кана Кварти, я так понимаю, что это с этим связано. Да. Я хочу прокомментировать по этому поводу следующее. Значит, с этим человеком у меня с 2020 года сложились неприязненные отношения. Это в первую очередь связано с моей профессиональной деятельностью, с моей работой. По некоторым делам наши интересы разошлись. Так получилось, я прокурор, и это моя работа. Кому-то нравится, кому-то не нравится. После этого, после того, как отношения испортились, он неоднократно публично высказывался в мой адрес для того, чтобы меня дискредитировать как прокурора и в целом систему прокуратуры. Это было много раз. Были провокации в парламенте. С учетом того, что я генеральный прокурор, представляю интересы прокуратуры, я непосредственно участвую в парламенте на каждой сессии. Были провокации, и свидетелями этой ситуации являются все депутаты, которые там присутствовали. Был серьезный конфликт, после чего мы до него попытались донести, что так себя вести нельзя, это недопустимо. Депутат парламента не может провоцировать прокуроров в парламенте. Мы почему-то решили, что больше это не повторится. Однако, как я понял для себя, это уже носит систематический характер. После этого он публично также выступал, обвинял меня в том, что я по политическим мотивам уволил прокурора Чамчирского района. Помимо меня в этом здании работает 70 человек. Вот только в этом здании, в центральном аппарате. И я думаю, что у любого сегодня можно поинтересоваться, они вам скажут, как мы сегодня работаем. Никогда такого не было, чтобы по политическим мотивам я кого-то увольнял. Прокурора Чамчирского района, который ушел, он сегодня живой, здоровый. Я думаю, что придет время, и он скажет правду. Он, наверное, должен это сделать и сказать, как он отсюда ушел. А депутат Кварти комментировал эту ситуацию, и основываясь на каких-то непонятных слухах. Но это абсолютная ложь. Мы опровергли эту ситуацию тогда официально на телевидении, и, может, даже кто-то это видел. Но эта история этим не закончилась. Сейчас уже в преддверии истечения срока моих полномочий, которые истекают 12 декабря этого года, в сфере событий, которые у нас произошли в республике, вы все хорошо знаете, депутат Кварти почему-то решил оказать давление на исполняющего обязанности президента. В своем высказывании на брифинге, где он находился 21 ноября, и он дословно сказал, что если будет внесено представление Агарба в парламент, тогда нам придется потревожить людей. Я лично расцениваю это как оказание давления на исполняющего обязанности президента. Так оно и звучит, так оно и есть на юридическом языке. Это именно так и понимается. И мной, и всеми моими коллегами. А в мой адрес он высказал и сказал, что я, как прокурор, полностью себя дискредитировал. Я это тоже воспринимаю как оскорбление. Это уже выходит за пределы дозволенности. Я так считаю, что депутат парламента не вправе так высказываться. Ну, у меня сложилось такое убеждение, что этот человек хочет силой решить этот вопрос. С учетом того, что у нас сложились с ним такие взаимоотношения, он нас хочет отсюда просто выдавить. Я хочу сказать вам следующее, уважаемые друзья, которые здесь присутствуют. Я в это кресло не вцепился. Есть сегодня действующий президент, исполняющий обязанности президента. В соответствии с Конституцией, законом о прокуратуре и действующим законодательством есть определенная процедура, есть определенный регламент, которому должны следовать все. Если сегодня Бадра Зурабович скажет, Адгур Нукзарович, 12 декабря твой срок полномочий истекает, на этом твоя профессиональная карьера в этой должности заканчивается, я тихо, спокойно закрываю кабинет и иду заниматься другими делами. Это чтобы вы понимали. Но если Бадра Зурабович направит представление в парламент, а депутаты парламента в своем большинстве путем тайного голосования проголосуют за мою кандидатуру, я считаю, что это будет законный способ избрания прокурора. Поэтому я бы хотел донести, наверное, до того же депутата Кварти, что такие высказывания недопустимы. Мы не безродные, у нас тоже есть друзья. Я вас всех благодарю, кто сегодня пришел. Я понимаю для себя, что вы пришли нас поддержать. И хочу сказать следующее, что все должно оставаться в рамках правового поля. Вот это самая моя убедительная просьба. Несмотря на вот такого
такие высказывания с его стороны оскорбительного характера, я всегда старался соблюдать рамки приличия и этику прокурорского работника. Никогда ему публично не отвечал, никогда его публично не оскорблял. Вот сегодня вкратце ситуация вот, и она выглядит таким образом, чтобы вы понимали для себя. Джума, вот